Как появилось разделение на левых и правых? Почему совершеннолетие достигается именно в 18 лет? Зачем нам вообще государство? Что такое политика и как она влияет на каждого из нас? Вы на канале БМНС Рада, и это первый выпуск совместного онлайн-курса «Политика в двух словах», где мы в 3 обзорных выпусках расскажем вам все, что нужно знать о политике, как и почему человечество пришло к ныне существующим системам власти и зачем все это вообще нужно. А для тех, кто хочет углубиться в политическое знание, мы проведем 7 закрытых семинаров, где мы подробнее остановимся на обозначенных темах, а приглашенные спикеры ответят на интересующие вас вопросы. Регистрация на курс по ссылке в описании ролика. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о том, откуда вообще взялась политика и возникли первые государства, как государственные системы эволюционировали на протяжении времени, подробнее разобрав некоторые примеры, и откуда идут корни политики в современном понимании. Берите чашку чая, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! Для начала давайте разберемся, что есть политика. У политики есть множество определений в зависимости от того, с какой перспективы мы смотрим. Обобщая, можно сказать, что политика – это целенаправленная деятельность по принятию коллективных решений и распределению власти в обществе. В какой-то степени даже вопрос о том, кто сегодня моет посуду или выкидывает мусор, является политическим вопросом, поскольку семья представляет собой коллектив, состоящий из индивидов с разными интересами, а бытовые вопросы напрямую влияют на эти интересы. Теперь представьте, что в вашей квартире живет не 4 человека, а 24 или даже 104. Причем все они имеют не только свои интересы, занятия, хобби, но и вносят разный вклад в эту огромную шведскую семью, соответственно ожидая, что это будет учитываться при расчете их вклада в общий быт. Кроме того, есть еще и соседи из другой квартиры, среди которых не все живут так же благополучно, как ваша семья, что неминуемо приводит к разного рода конфликтам и, например, мелким кражам. Именно с эволюцией человеческого общества из малых семейных групп в более сложные и многочисленные племенные коллективы и связано возникновение основного субъекта политики – политических институтов, предназначенных для разрешения внутренних конфликтов, защиты коллектива от внешних угроз и достижения общих целей. Люди, как вид, с самого начала своей истории являются существами социальными. Как уже было сказано, властные отношения имеют место быть даже в самых малых группах, состоящих из 2-3 человек – а межродовые конфликты были присущи людям и до возникновения племенного строя, еще в эпоху палеолита. Однако переход к оседлому образу жизни и развитие сравнительно крупных поселений привели нас к созданию централизованных систем, которые немногим позже мы станем считать государствами, а политика начнет напрямую влиять на интересы каждого человека. А первопричиной всему стала так называемая аграрная революция. Аграрная революция – это переход человечества от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, когда мы, люди, поняли, что вместо того, чтобы каждый день выходить на охоту, мы можем просто заказать Bolt Food, и еда сама приедет к нам. Конечно, у первобытных людей такой возможности не было, но именно переход к производству пищи, одежды, орудий труда дали нам возможность создавать запасы, излишки которых люди стали продавать, тем самым заложив основу рыночных отношений. Возникновение рынка в совокупности с появлением первых оседлых поселений в свою очередь способствовали возникновению первых протогосударственных объединений, а позже полноценных государств. Вокруг темы появления государств ведется немало споров, с которыми вы сможете подробнее ознакомиться на одном из наших семинаров. Но как бы то ни было, уже 3-4 тысячи лет до нашей эры, то есть через несколько тысячелетий после аграрной революции, засвидетельствованы первые системы, которые мы можем охарактеризовать как государство. Основными районами таких систем стала древняя Месопотамия, современная Израиль, Ирак, Сирия, Иран, устье реки Инд, современная Индия и Пакистан, острова Средиземного моря и некоторые другие территории Земли. Основой древних государств являлись города со своей экономикой, жителями и, что самое главное, определенными правилами, согласно которым эти общества и жили. Эти правила, в отличие от правил, принятых в первобытных племенных обществах, были формализированы, то есть прописаны и распространялись на всех без исключения жителей. Первыми централизованными государствами принято считать древний или ранний династический Египет, Аккадское царство и государство минойцев. Однако об этом периоде человечество знает так мало, что даже название существовавших тогда государств нам неизвестно. Но уже в то время, а именно 3000 лет до нашей эры, то есть 5000 лет назад, существовало некое административное деление, какое-то центральное правительство и постоянная борьба за власть. Древние государства, так же как и ныне существующие, отличались многообразием форм правления и подходов к распределению власти. Так, в Аккадском царстве и раннединастическом Египте существовали абсолютистские теократические режимы, где правитель есть бог на земле,
или, по крайней мере, наместник бога. В то же время в Минойском государстве управление было распределено среди самых богатых и влиятельных жителей, правящих на отдельно взятых территориях из административных центров. Другие, существовавшие в ту эпоху города-государства, также могли управляться как единоличной властью монарха, так и своего рода советами, состоящих из местной знати. Однако речи о демократии или каком-либо народовластии не шло. Настоящими революциями стали события, происходящие одновременно, но независимо друг от друга в Афинах и Рима в конце VI века до нашей эры. Причем революциями в самом прямом смысле этого слова. На смену деспотичным монархиям зародились первые подобия народовластных государств. В древних Афинах долгое время накапливалось недовольство правящей аристократической элитой, ведь крестьяне и небогатые горожане, являвшиеся по сути большинством населения, еле сводили концы с концами из-за тяжелого налогового и долгового бремени, а невыплаты грозили должникам переходом в рабство. Нередко социальное напряжение выливалось в прямые конфликты, и, предвидя большую кровавую баню, афинская аристократия пошла по пути, который сейчас бы мы назвали демократизацией. Главным архонтом или верховным правителем Афин был назначен Солон, такой же выходец из аристократии, но с гораздо более прогрессивными взглядами, нежели его предшественники. В 594 году до нашей эры Солон взялся за реформирование древней афинской системы и, по сути, заложил начало тому, что известно нам как афинская демократия. Во-первых, реформы Солона отменяли долговое рабство и прощали все действующие долги, тем самым не допустив еще большего расслоения общества. Во-вторых, Солон предложил созвать два ключевых органа для всенародного принятия решений. Совет 400 или Буле – верховный орган правления, в который должно было войти по 100 граждан от каждого из 4 выделенных социальных классов, от наиболее бедного к наиболее богатому. Совет делился по рабочим группам, и из числа членов Совета избирались местные чиновники. Всенародное собрание или экклесия – созыв широкого числа граждан для всенародного голосования по важнейшим для страны вопросам. Созыв происходил по жребию, таким образом у всех граждан существовал равный шанс войти в состав экклесии на выделенный срок. Важно отметить, что гражданами считались все родившиеся на территории Афинского государства мужчины, достигшие 20-летнего возраста. Ну и в-третьих, для мирного разрешения конфликтов между гражданами Солон ввел институт судей, также избираемых из числа всех граждан путем вытягивания жребия. Однако сразу после смерти реформатора недовольство местной знати не заставило себя ждать. В середине VI века до нашей эры Афины погрузились в пучину внутренних расприй, приведших к серии бунтов и установлению новой тирании. Однако ветер перемен уже нельзя было остановить. В конце VI века до нашей эры, то есть через почти 100 лет со времен реформ Солона, афинский народ поднялся против тирании, что привело к установлению той самой знаменитой афинской демократии. Реформы Клисфена, названные по имени пришедшего к власти в ходе Афинской революции древнегреческого политика, положили начало Золотому веку Афин. Совет 400 преобразовался в Совет 500, ныне состоящий не из представителей классов, сформированных согласно уровню доходов, а по территориальному принципу. Вся территория афинского государства делилась на демы, тритии и филы, грубо говоря, населенные пункты, районы и области. Каждая административная единица имела свое собственное местное представительство, из которого, в свою очередь, формировались делегаты в Совет 500. Для общего представительства все еще использовалось всенародное собрание, где порог вхождения был снижен до 18 лет. Скорее всего, отсюда и пошел возраст современного совершеннолетия, принятый в большинстве стран мира. А дело в том, что в древних Афинах как раз-таки к 18 годам мужчины проходили базовый курс по грамотности и военному делу. Также за всенародным собранием закреплялось верховенство в принятии решений для недопущения установления деспотии. Последовавшие за революцией 2 столетия ознаменовались зарождением политики как науки. Именно в V-IV веках до нашей эры на свет вышло 2 базовых труда – «Государство Платона» и «Политика» Аристотеля. Сам термин «политика» и был введен Аристотелем, что дословно переводится как «дела городов» или «государственная деятельность». Аристотель классифицировал государственные системы по формам правления в зависимости от того, какое количество людей участвует в принятии решений. Если в государстве установлено единоличное правление, такой режим является либо абсолютной монархией, либо тиранией, или диктатурой на современный лад. Если власть принадлежит небольшой группе населения, мы имеем дело с аристократией либо с олигархией. А при широком участии всего населения Аристотель выделяет 2 возможных формы правления, первая из которых – конституционная республика, а вторая – чистая демократия. Аристотель действительно не считал демократию лучшим типом правления, отдавая предпочтение конституционной республике. Но почему же так и в чем, собственно, отличие?
Дело все в том, что по древнегреческим понятиям демократией являлось то, что сейчас мы называем прямой демократией с абсолютным верховенством народа. Системой, в которой каждый гражданин может непосредственно участвовать в политике через общее собрание, и любой вопрос может быть поставлен на голосование. Под конституционной республикой Аристотель понимал сочетание демократии с элементами олигархии, где принятие решений делегируется избираемым кандидатам, а власть народа ограничена общепринятыми нормами, закрепляющими как права бедных, так и права богатых граждан. Важно отметить, что все описанные формы правления, кроме конституционной республики, уже существовали в нашем мире на момент их описания Аристотелем. Кроме того, справедливо отметить, что первые элементы политической науки можно встретить еще до Аристотеля в древнеиндийских ведах, беседах и суждениях Конфуция, Ветхом Завете и некоторых других текстах древнего мира. Говоря о политике древнего мира, нельзя обойти стороной и уже упомянутую ранее Римскую республику, позже трансформирующуюся в империю. Как уже было сказано, в конце VI века до нашей эры в Риме так же, как и в Афинах, произошла революция, установившая республиканский строй правления. Римская система в большей степени сохраняла аристократические принципы, разделившие население на патрициев и плебеев, первые из которых составляли большинство состава политических органов и обладали большим количеством прав. При этом, так же как и Афины, Рим управлялся комициями или всенародными собраниями, разделенными на 4 уровня. Центуриальная комиция, где была представлена только аристократия, то есть патриции, Сенат, состоящий из наиболее опытных политиков, ранее занимавших должности в республике, трибутная комиция, объединявшая патрициев и плебеев, решавших многие проблемы местного уровня, и плебейские комиции, состоявшие, соответственно, только из низших слоев населения, при этом влиявших на систему Рима в целом. Надо отметить, что вся римская история ознаменовалась постоянной конкуренцией между высшими и низшими слоями общества, и баланс сил менялся на протяжении истории. Как бы то ни было, римская система дала нам не меньше знаний, чем афинская, давшая начало, например, большинству правовых систем мира. Законы 12 таблиц, которые являлись основой римского права, закрепляли перечисленные выше ветви власти, права и обязанности граждан Рима, устанавливали процедуры разрешения споров. В общем, являлись достаточно продуманной системой даже по современным меркам. Кстати, некоторые историки утверждают, что 12 таблиц были частично списаны с законов Солона. Вот такой вот древний кроссовер получается. Вообще, на момент V века до нашей эры, как древнегреческая, так и древнеримская цивилизации, конечно, знали о существовании друг друга, но взаимная интеграция культур началась несколькими столетиями позже, в ходе постепенного захвата Римом древнегреческих полисов. Ну и, конечно, развитие первых сложных государственных систем происходило не только в античном мире, но именно знание о древнегреческих и древнеримских практиках лучше всего сохранилось на протяжении истории и легло в основу дальнейшего развития политической мысли. Как многие из вас, я надеюсь, знают, Рим был преобразован в империю, откинув многие демократические практики, и к V веку до нашей эры под натиском варваров и многочисленных внутренних расприй он утонул, то есть пал. Однако достаточно быстро вчерашние варвары интегрировали многие политические практики античного мира, частично совместив их с христианскими учениями и своего рода национальными особенностями. От Древнего Рима была взята практика централизованного права, от христианства – божественное начало власти монархов и претензий к соседям с целью христианизации, от племенной системы – социальная структура с военачальниками в качестве основных держателей власти. Европа и Ближний Восток погрузились в эпоху феодализма, политической, социальной и экономической системы, при которой власть не институционализирована, а персонализирована правящим монархом и распределена между его подданными в соответствии со степенью лояльности. По сути, доминировало право сильного, способный огнем и мечом поработить как можно больше земель и подданных признавался сюзереном, а подчинившиеся ему менее успешные феодалы – вассалами. В самом низу социальной иерархии стояли крестьяне, не имеющие ничего, кроме своей мотыги и корки хлеба, являющиеся крепостными подданными и составляющие 90% населения. Для Европы этот период известен как «темные века», и деградация политических институтов являлась одной из основных причин для подобных характеризаций сразу нескольких столетий европейской истории. Наиболее устойчивые феодальные державы со временем развились более сложные системы, начавшие первые шаги к централизации власти в руках одного монарха и закреплению маломальских прав своих подданных. Подобный исторический процесс шел разными темпами в разных регионах, однако общая структура сохранялась в большинстве королевств Европы. Справедливости ради, давайте возьмем за пример средневековую историю Беларуси.
Государственность наших предков возникла в отрыве от античной истории, лишь потом наверстав особенности госстроительства за счет христианизации и постоянных контактов с Византией, наследницей как Древнего Рима, так и Древней Греции. Первая известная нам государственность возникла на базе Полоцка, одного из древнейших городов Европы, представлявшая собой типичное феодальное образование. Князь Полоцка имел в своем подчинении вассалов, например, князей Минска и Гродно, а сам Полоцк находился под постоянным натиском со стороны киевских князей, желающих объединить под своим началом все восточнославянские княжества. Все решения принимались главой правящего рода, но с обязательным консультированием или даже согласованием с вече, общим собранием всех мужчин города, а ранее племени у древних славян. То есть важно подчеркнуть, что движущей силой истории в то время не являлся народ или какая-то значительная его часть, а лишь узкая группа знати, лишь иногда вынужденная считаться с более широкими слоями населения. На протяжении нескольких столетий Полоцкое княжество то теряло, то приобретало вассалов, и со временем, как все мы знаем из истории, стало составной частью Великого княжества Литовского, такой же феодальной монархии, включавшей в себя различные княжества, находящиеся в вассальной зависимости от великого князя. И уже в ВКЛ на закате Средневековья начались первые шаги к созданию централизованного государства. Княжества были преобразованы в воеводство, то есть области. Города получили право на самоуправление. Законодательные акты были унифицированы в единый статут, прообраз современных конституций, про которые мы будем говорить, наверное, на протяжении всего курса. В XVI веке создается Речь Посполитая, конфедерация ВКЛ и Польского королевства. Речь Посполитая еще в большей степени приблизила политическую систему к современному виду. В самом названии государства заложена отсылка к немонархической форме правления. Речь Посполитая – польскоязычная калька с латинского «республика», буквально означающая «общее дело», и при этом употреблявшиеся в контексте формы правления Римской республики. Чем же по факту отличалось распределение власти в Речи Посполитой образца 16-17 веков от классических феодальных государств Средневековья? Ну, во-первых, король хоть и существовал, но его власть не передавалась по наследству и была ограничена деятельностью сеймов, общих собраний делегатов от знати или шляхты, составляющей до 10% всего населения государства. Во-вторых, города и воеводства обладали широкой степенью автономии. Им разрешалось избирать самоуправление, устанавливать местные правила для торговли, а жители регионов напрямую влияли на принятие общих решений через своих делегатов на сеймах. Таким образом, государство все меньше походило на собственность одного монарха или группы лиц, и в большей степени становилось отражением, если не всех жителей, то как минимум широкой группы лиц, имеющих определенное влияние на принятие общественно важных решений. Подобные процессы происходили и в других государствах Европы. Вместе с секуляризацией, то есть снижением роли церкви и общества, а также научно-техническим прогрессом, изменялись и государственные системы. В Англии, Нидерландах, Швеции, Дании, Норвегии власть бесповоротно отошла парламентом. Однако такие страны, как Франция, Австрия, Россия, Пруссия, продолжали оставаться абсолютистскими режимами, где власть была сконцентрирована преимущественно в руках монарха и окружающей свиты. Так же, как и в древнем мире, эпоха бурного политического развития дала нам множество мыслителей и их трактатов, оказавших огромное влияние на политику и как науку, и как деятельность. Рене Декарт, Дэвид Хьюм, Томас Гоббс, Джон Лок, Адам Смит, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Иммануил Кант и многие-многие другие всем известные ученые и мыслители – все они – дети эпохи Просвещения, ознаменовавшиеся свободомыслием и отрицанием старых порядков, в первую очередь, конечно же, государственных. Ключевыми идеями, легшими в основу последующих революций и радикальных преобразований властных отношений, стали отделение религии от государства, в том числе отказ от идеи о божественном происхождении власти монархов, концепция неотъемлемых прав человека и необходимости равенства всех без исключения перед законом, представление о государстве как о социальном контракте между людьми, дающем защиту и благополучие взамен на добровольное ограничение абсолютной свободы. Конец XVIII века ознаменовался сразу двумя революциями, воплотивших в себе наиболее прогрессивные политические идеи. В британских колониях Северной Америки местные жители, недовольные новой системой налогообложения без отсутствия представительства в британском парламенте, подняли восстание, закончившееся созданием Соединенных Штатов Америки в 1776 году. Американцы первыми приняли Конституцию современного образца, заложившую принцип разделения властей, приоритетность власти широкой массы народа, а также гарантирующую право граждан на участие в политической жизни государства. Жители Франции, уставшие от абсолютистской тирании, сначала вынудили монархию пойти на созыв Всенародного собрания, известного как Генеральные Штаты, а затем осуществили Великую Французскую революцию, свергнувшую тысячелетнюю французскую монархию и установившую Первую Французскую республику.
Обе революции сопровождались масштабным кровопролитием и постоянными спорами вокруг того, как именно должны выглядеть политические системы будущих республик. В США появились партии федералистов и демократов-республиканцев. Во Франции разделение на левых, то есть более прогрессивных радикальных, и правых, то есть более консервативных политиков. Таким образом, к концу XVIII века была положена основа современной политики с широким участием народа, национальными государствами, выборами и партиями. На сегодня у нас все. В следующем выпуске мы подробнее поговорим о том, какие формы правления есть на сегодняшний день, как споры предыдущих 2 столетий дали нам основные идеологии и чем же живет политика 21 века. Если у вас остались вопросы, либо вам что-то не понравилось в изложенном материале, вы всегда можете написать об этом в комментариях, ну и оставить лайк или дизлайк. Мы будем благодарны за любой фидбэк. А я напоминаю, что данная лекция записана в рамках совместного с молодежным блоком курса по политической грамотности, в рамках которой выйдет 3 ролика и 7 закрытых семинаров, на которые вы можете записаться по ссылке в описании. Всем спасибо и до следующей встречи!